Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости, главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с курса валют. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 63 рубля 79 копеек, евро 70 рублей 96 копеек. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгоднее всего доллар покупает Восточный банк за 63 рубля 65 копеек, продает также Восточный банк за 64 рубля 25 копеек. По евро в покупке лидирует все тот же Восточный банк, это 70 рублей 85 копеек, и продает выгоднее всего Россельхозбанк за 71 рубль 45 копеек. Один из нацпроектов «Демография» по этой линии в стране со следующего года увеличат материнский капитал. Его размер составит до 466 тысяч рублей. На программу выплат в бюджете пенсионного фонда предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она напомнила, что в следующем году запланировано возобновление индексации материнского капитала. Будет скорректирован и размер выдаваемых сертификатов и остаток средств по частично израсходованным сертификатам. Проект о повышении минимального размера оплаты труда могут рассмотреть депутаты Госдумы. Согласно действующему законодательству, МРОТ в этом году составляет 11 280 рублей. В следующем году, как ожидают парламентарии, минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 850 рублей. Минстрой обновит своды правил по проектированию и строительству. До конца этого года ведомство внесет в правительство соответствующий проект. Как ожидается, новые правила обеспечат соблюдение требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений. Об этом сообщила заместитель главы ведомства Татьяна Костарева. По ее словам, на сегодняшний день Минстроем подготовлена новая редакция этого документа, которая учитывает все его несовершенства. Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения. Почти 18 тысяч мигрантов прибыло в Якутск за 6 месяцев этого года. Эта цифра почти на 3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом первично в Якутск прибыло более 8 тысяч иностранных граждан, из них для дальнейшего трудоустройства чуть больше 6,5 тысяч человек. Также на 16,5% уменьшилось количество иностранных граждан, зарегистрированных по месту жительства. Количество же прибывших из дальнего зарубежья по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось на 9,5%. При этом от общего числа иностранных граждан, прибывших в визовом порядке, большую часть составляют граждане КНР. Это 65,5%. С начала года на финансовом рынке Якутии было выявлено 17 финансовых организаций, которые вели свою деятельность незаконно. Основная часть – это так называемые черные кредиторы. Подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, как же не стать жертвой нелегальных предпринимателей? Кристина, но если какая-то организация, оказывающая финансовые или консультационные услуги, вызывает подозрение, то в первую очередь нужно попросить у ее сотрудников документ, подтверждающий ее легитимность. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. За 9 месяцев текущего года Дальневосточным главным управлением Банка России на финансовом рынке Якутии было выявлено 17 субъектов с признаками нелегальной деятельности. По-прежнему основную часть составляют так называемые черные кредиторы, это 15 компаний. В большинстве случаев лжекредиторы маскировались под микрофинансовые организации, которые либо никогда не состояли в государственном реестре финансовых организаций, либо были исключены из него. Нелегальные кредиторы выдавали якутянам займы, не имея на то законного права, вводили людей в заблуждение, неправомерно используя в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания», что является грубым нарушением действующего законодательства. Информация о мошенниках передана в правоохранительные органы. Также в республике была выявлена одна организация с признаками финансовой пирамиды и один нелегальный брокер. Чтобы не стать жертвой мошенников при обращении в финансовую организацию, необходимо проверять наличие у нее официального разрешения на предоставление конкретных финансовых услуг. Сделать это можно также на официальном сайте Банка России.
Доля государства во всех компаниях, кроме оборонных, должна уменьшиться минимум до 50%, считает Минфин. А в некоторых случаях надо сократить ее до 25% или до нуля. Сейчас процесс приватизации затормозился и идет рекордно низкими темпами. Минфин считает, что доля государства в компаниях свыше 50% за исключением оборонных должна быть снижена до этого уровня, включая российские железные дороги и Транснефть. В некоторых случаях цель снизить долю до нуля или блокирующего пакета 25% плюс одна акция, отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. В России 442 акционерных общества с долей государства более 50% по последним данным Росстата на начало года. Отмечается, что пока приватизация продвигается медленно, последней значительной сделкой была продажа 11% акций алмазодобывающей компании «Алроса» в 2016 году. Среди причин торможения, по словам чиновника, возможность для государства получать регулярные дивиденды вместо разовых доходов от продажи акций. Минпромторг России запланировал введение оборотных штрафов за недолив бензина на автозаправочных станциях. Штрафы предполагалось ввести раньше. Соответствующий законопроект уже вносился в мае этого года в правительство. Но его вернули в связи с разработкой нового кодекса об административных правонарушениях. Новая редакция кодекса должна быть принята в 2020 году, а вступить в силу с 1 января 2021 года. Предварительно запланировано, что штраф за недолив составит 1% от выручки автозаправки за предыдущий год, но не менее полумиллиона рублей. В случае повторного нарушения эта сумма увеличится до 2 и более миллионов рублей или 3% от выручки. На преодоление ситуации с обманутыми дольщиками правительство в следующем году выделит еще 21 миллиард рублей из федерального бюджета. Об этом заявил вице-премьер правительства Виталий Мутко. Он отметил, что это дополнительная сумма к тем 16 миллиардам, которые выделены в текущем году. По словам Мутко, деньги пойдут через Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства на дома, которые будут достраиваться в 39 субъектах России. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года. В случае, когда в достройке дома помогает Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства, механизм позволяет заходить на объекты, где застройщик обанкротился, санировать объекты, проводить работу по изучению технической документации и переподписывать с гражданами различные соглашения. Токийский автосалон, международная выставка легковых и коммерческих автомобилей, а также мотоциклов, которая проводится раз в 2 года при поддержке Японской ассоциации производителей автомобилей. Первое мотор-шоу под названием All Japan Motor Show состоялось в 1954 году и в очередной раз проводится в эти дни. Все подробности далее в материале моих коллег. «Открывай будущее» – девиз токийского автосалона, который начал свою работу для специалистов 23 октября. Исполнительный директор Toyota Акио Тойода решил въехать в это самое будущее на беспилотном автобусе и-Палет. Именно такие небольшие электрические тихоходы будут уже через несколько месяцев возить атлетов Токийской Олимпиады 2020 года. В каждый аппарат вмещается 20 человек, а запас хода этой маршрутки из будущего – 100 километров. Вообще же электричество и малый размер – две основные отличительные черты новинок этой автомобильной выставки. Та же Toyota показала итоговую предпродажную модификацию Ultra Compact BEV. Аббревиатура в его названии означает Battery Electric Vehicle – машина на батареях, то есть. Как считают в Токио, она идеально подойдет пенсионерам для коротких поездок. Mitsubishi, видимо, также посчитали, что небольшой размер – это признак прогресса. В Токио в среду показали концепт гибридного паркетника Mi-Tech. Он отличается не только футуристичным внешним видом, но и необычной конструкцией. Под капотом у него не двигатель внутреннего сгорания и даже не батареи, а газотурбинный генератор, который работает не только на газе, но и на солярке, керосине или спирте. Топливо в нем сгорает при меньшей температуре, следовательно, и вреда для экологии меньше, считает производитель. А в каждом из колес этого кроссовера небольшой электромотор. Nissan также приоткрыл завесу тайны над тем, как будут выглядеть его будущие SUV и минивэны. Публике представили два концепта – Raya и AMK. О последнем старший вице-президент компании Кунио Накагура сказал: «Никогда еще так много инноваций не скрывалось в столь маленькой коробочке». Увлечение компактными размерами отнюдь не прихоть, считают журналисты японских изданий. По их мнению, это именно то, что необходимо стремительно стареющей нации, города которой известны своими узкими улочками. По этим же двум причинам новинки могут заинтересовать и европейцев.
Демонстрировать свои концепты американской публике японские концерны пока не планируют. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Кристина, ну а свежая и актуальная информация из мира финансов в следующих выпусках. Спасибо. Спасибо, Иван. Об экономической ситуации в стране нам рассказал Иван Лазаренко. В Якутии завершилась летняя навигация. Последние дни курсируют паромы по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Как только на реке встанет лед, на помощь придет ледокол и начнется сообщение между Жатаем и Тихтюром. Сейчас на ледоколе «Капитан Бабичев» идут последние приготовления к началу осенней навигации. И там находится наш корреспондент Александр Хавренко. Он на прямой связи со студией. Саша, приветствую. Тебе слово. Приветствую, Кристина. Да, мы сейчас находимся на борту теплохода, который непосредственно будет перевозить, буксировать баржу, на которой будут грузиться грузы. И проходить это все будет при помощи ледокола «Капитан Бабичев». Мы поговорили с капитаном теплохода. Давайте послушаем, что он нам рассказал о осенней навигации. Посольство России в Норвегии сообщило, что во время шторма на российском ледоколе «Тор» получила травмы женщина, член экипажа. Пострадавшую эвакуировали в больницу города Алисун. Во вторник Центральное управление службы спасения Норвегии сообщило о сигнале бедствия, полученном от российского ледокола по причине остановки двигателя. В сообщении также говорилось, что судно с 30 членами экипажа попало в шторм. На место происшествия направили вертолет службы спасения. В настоящее время, по заявлению российской стороны, ситуация находится под контролем. Ледокол «Тор», направлявшийся из Санкт-Петербурга в поселок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, продолжает свой маршрут. Перейдем к чрезвычайным происшествиям. Полицейские в Якутии раскрыли кражу с дачного участка. Потерпевший сообщил, что неизвестный украл из его дачного дома личное имущество общей стоимостью около 50 тысяч рублей. Подробности у моего коллеги Юрия Осипова. Юрий, кто же оказался этим вором? Да, Кристина, вором оказался уже ранее судимый за аналогичное же преступление 41-летний мужчина. Похищенное у него было изъято при задержании и будет возвращено законному владельцу, ну а вору грозит до 6 лет лишения свободы. Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий в студии Юрий Осипов. Житель Нерюнгринского района стал жертвой аферистов. 57-летний житель поселка Чульман решил приобрести авиабилет до Новосибирска и нашел в поисковике интернет-сайт, где предлагают билеты с большими скидками. На сайте потерпевший ввел все свои данные и реквизиты банковской карты, чтобы купить билет стоимостью более 11 тысяч рублей. Однако ему пришло сообщение, что якобы оплата не прошла, и мужчина еще дважды повторил попытку. В результате оказалось, что деньги списали несколько раз. Чтобы разобраться с ситуацией, мужчина позвонил в авиакомпанию, чей билет он покупал, но там ему сообщили, что у них не зарегистрирован билет на его имя. Еще одной жертвой мошенников стал молодой житель Нерюнгринского района. 20-летний парень рассказал сотрудникам полиции, что в социальной сети ВКонтакте ему пришло сообщение от его знакомой, в котором она просила занять ей 9 тысяч рублей, пообещав, что вернет их в течение 2 часов. Потерпевший перевел часть денег по номеру банковской карты, а часть на абонентский номер, которые были указаны в сообщении. На следующий день, не дождавшись своих денег, молодой человек написал девушке и поинтересовался, куда она пропала, однако ответа так и не последовало. После перевода попросили номер карты, чтобы перевели деньги обратно. На следующее утро я узнал, что ее аккаунт был взломан, и рассылка была массовой, на все ее друзья получили это письмо. Я с ней связался, и она сказала, что страница была взломана. Перевод делал не только я, но и многие друзья попались на это. В итоге я понял, что нужно сразу уточнять, тот ли человек вас просит перевести эту сумму, сразу звонить ему, говорить, что случилось, узнать, и не вестись на это, и не переводить деньги.
Полицейские в Нерингре раскрыли кражу телефона и денег со счета. Выяснилось, что к ней причастен 32-летний уроженец Тампонского района. Установлено, что пьяные подозреваемый и потерпевший познакомились на улице. Потерпевший попросил нового знакомого помочь набрать номер, так как сам был сильно пьян и не мог найти нужный контакт в списке, и дал свой телефон. Затем, не дозвонившись до нужного абонента, мужчина попросил вызвать ему такси. Но у подозреваемого на телефоне не было денег, поэтому он попросил о данной услуге женщину, которая шла в ближайший магазин, и вместе с ней зашел в торговую точку. При этом телефон потерпевшего остался у него в руках. По словам подозреваемого, когда он вернулся, нового знакомого уже не было на месте. Тогда он решил оставить телефон себе. Позже он обнаружил, что в телефоне потерпевшего установлено приложение «Мобильный банк». Сейчас в его отношении возбудили уголовное дело. Полиция графства Эссекс в Англии в среду возбудила дело об убийстве 39 человек, в том числе одного подростка, чьи тела нашли в контейнере грузовика. Транспортное средство обнаружили ночью в среду в промзоне города Грейс в 30 километрах от Лондона. Задержан водитель, 25-летний житель Северной Ирландии. Место происшествия оцеплено. Подробности в следующем репортаже рассказывает Анастасия Дмитриева. Тела 39 человек в контейнере грузовика обнаружила в среду полиция графства Эссекс на юго-востоке Великобритании. Вызов в промышленную зону Уотерглейд, недалеко от доков на реке Темзе в городе Грейс, поступил в 1:40 по местному времени. Полиция сообщает, что водитель, 25-летний житель Северной Ирландии, задержан по подозрению в убийстве. Возбуждено уголовное дело. Представители правоохранительных органов назвали инцидент абсолютной трагедией. Мы считаем, что фура прибыла из Болгарии и попала в Соединенное Королевство на пароме через порт Холлихэд 19 октября. Спасатели прибыли на место, но все уже были мертвы. Один из погибших, судя по всему, подросток. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел Прити Паттел написали в Твиттере, что потрясены произошедшим. В августе 2015 года в Австрии были обнаружены тела 71 мигранта в рефрижераторном контейнере одной из фур недалеко от границы с Венгрией. В грузовике нашли сирийский проездной документ, из-за чего сотрудники правоохранительных органов решили, что погибшие были выходцами из этого государства. По делу задержали 3 граждан Болгарии. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Кристина, на этот момент у меня вся информация. Увидимся в следующих выпусках. Спасибо, Юрий. Мы возвращаемся к теме паромной переправы. В Якутии завершилась летняя навигация. Последние дни курсируют паромы по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Как только на реке встанет лед, на помощь придет ледокол и начнется сообщение между Жатаем и Техтюром. Сейчас на ледоколе «Капитан Бабичев» идут последние приготовления к началу осенней навигации. Там находится наш корреспондент Александр Хавренко. Он на прямой связи со студией. Саша, приветствую, тебе слово. Да, Кристина, мы сейчас находимся недалеко от Жатая, на борту теплохода ОП-2131, который, собственно, и будет толкать баржу следом за ледоколом по маршруту Жатай-Техтюр. Давайте мы послушаем, что нам рассказал об осенней навигации капитан этого теплохода. Ну, мы начинаем работать в тех условиях, когда уже паромы, которые ходят сейчас в Якутск и Бестях, уже они не могут ходить самостоятельно, потому что уже лед тяжелый, становится густой, сплоченный, и получается, они уже не могут работать. И мы тогда начинаем работать уже потому что у нас 2000 лошадей мощности и плюс еще ледокол. А в среднем сколько занимает времени переезд отсюда до Нижнего Бестяха? Ну, по прошлым годам переход от берега до берега занимает у нас где-то в среднем от часа до 2 часов. От Жатая, допустим, на Техтюр от часа до 2 часов занимает переход. Ну, время погрузка, выгрузка. Все. В прошлом году, по прошлому году, если судить, машин было мало, работали, в принципе, 1 рейс в день ходили. Здесь грузились в Жатае, туда приходили на Техтюр, там выгружались, погрузка, и вечером, поближе к темноте уже возвращались, в принципе, забирали все машины. А как вы видите, река за моей спиной еще не скована льдом, но, тем не менее, экипаж и теплохода, и ледокола уже в готовности ждут, потому что якутская погода непредсказуемая, и, может быть, уже завтра им придется отправиться в первый рейс. Кристина?
Александр, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Александр Хавренко. Древняя христианская церковь в честь мученика, имя которого ученым еще предстоит установить, найдена на Святой Земле. О находке израильские исследователи сообщили накануне. Руины возрастом предположительно 1500 лет обнаружила группа археологов в городе Бейт-Шемеш в 16 километрах от Иерусалима, рассказывает Анастасия Дмитриева. Базилика безымянного мученика обнаружена в 16 километрах к западу от Иерусалима. Об открытии израильские археологи сообщили в среду после 3 лет раскопок. Национальное управление древностей датирует святыню VI веком. Ученые обнаружили полы с изображением птиц, фруктов и растений, а также красочные фрески, которые хорошо сохранились за 1500 лет. Одной из значимых находок стала мозаика с изображением орла, символа Византийской империи. Но больше всего исследователи озадачила надпись на греческом языке, которую они увидели перед часовней. Мы нашли одну надпись во дворе церкви, которая сообщает, что место посвящено памяти славного мученика. Его имя не названо и до сих пор остается для нас загадкой. Беньямин Старчан считает, что величественность архитектурного комплекса свидетельствует о важности этой личности для христиан. Одна из надписей сообщает, что византийский император Тиберий II Константин лично выделял деньги на расширение здания. В подземном склепе хранятся, как полагают ученые, мощи мученика, поклониться которым в древности приходили множество паломников. Смех и радость он приносит людям. Аргентинский железный человек навещает детей в больницах. Густаво Лаякона, аргентинский железный человек, регулярно посещает детские больницы, где дарит улыбки детям разного возраста. На кадрах, снятых в больнице Буэнос-Айреса, герой фильмов «Марвел» играет с юными пациентами, дарит им подарки и положительные эмоции. Железный человек – это персонаж, который мне всегда нравился. Мне нравилась его история, его ум и то, как он заботится о своих доспехах. 99% работы выполняют доктора, медсестры и семья. Но и тот 1%, что приходится на визиты к детям, может иметь положительный эффект на пути к их выздоровлению. В костюме супергероя Лаякона устраивает настоящее шоу для ребят, поднимая настроение не только им, но и их родителям, а также персоналу больницы. Не так давно Густаво Лаякона потерял работу, из-за чего очень переживал. Однако вскоре он решил взять на себя роль актера Роберта Дауни-младшего, сыгравшего Железного человека, на которого аргентинец похож не только костюмом, но и внешне. В книге Гиннесса новый рекордсмен. И на этот раз это шоколад, причем из Индии. Роман Чуриков с подробностями. Создатель, хранитель и разрушитель. Теперь это 3 главных божества не только для индуистов, но и для сладкоежек. Тех, что готовы заплатить больше $6000 за 1 килограмм любимого лакомства. В Индии создали набор шоколадных конфет с нескромным названием «Троица». В него входят 3 трюфеля, каждый из которых назван в честь 3 главных богов в индуизме – Брахмы, Вишны и Шивы. Точная цена за килограмм – 400 тысяч рупий. Это 360 тысяч рублей по сегодняшнему курсу. Столь заоблачная стоимость имеет 2 объяснения. Во-первых, рецептуру этого лакомства создал французский шеф-повар, обладатель звезды Мишлен Филипп Контичини. А во-вторых, ингредиенты для троицы лучшие со всего мира, утверждают создатели. Это, например, ямайский кофе с горы Blue Mountains, ваниль с Таити, белый шоколад из Бельгии и лесные орехи из Пьемонта. Достижение Контичини и его заказчиков из индийской кондитерской компании Fabel Chocolates признала Книга рекордов Гиннесса. Но тут важно оговориться. Троица – самый дорогой шоколад по цене за килограмм. Титул же самого дорогостоящего отдельного шоколадного изделия с 2012 года принадлежит датскому трюфелю для Мадлен à Truffe – $250 за штуку. Это были мировые новости на Якутии 24.
Звезды мирового балета выступят на одной сцене в Якутске. В столице региона состоится фестиваль балетного искусства «Стерх». Накануне организаторы мероприятия провели открытую репетицию, где рассказали журналистам об особенностях этого фестиваля. В этом году «Стерх» соберет любителей балета в юбилейный 10-й раз. Впервые за всю историю в этом году фестиваль получил двойную грантовую поддержку от правительства Якутии и от Министерства культуры и Союза театральных деятелей. На суд зрителей будут представлены такие шедевры, как «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Корсар» и «Спартак». 10-й Всероссийский фестиваль классического балета «Стерх» пройдет с 30 октября по 3 ноября в столичном театре оперы и балета. Примы наших театров – это Большой Михайловский театр, Казахский театр, Новосибирский театр Эстонии, а также Корея и Япония. Естественно, это фестиваль классического искусства, поэтому показываем 4 балета, и 5-й день – это гала-концерт, который будет включать в себя не только шедевры классического балета, но и шедевры современной хореографии. В 2021 году на экраны выйдет новый фильм якутского кинематографа «Харк и Нат». Это картина в жанре этнофэнтези. Она основана на легендарном эпосе Аланхо. «Харк и Нат» – очередной проект киностудии «Арт Дайду» под руководством продюсера Марианны Скрыбыкиной. Автор сценария Прокопий Бурцев. Создатели фильма рассказали, что будет много захватывающих сцен с использованием компьютерной графики. Побывала на съемочной площадке наш корреспондент. С подробностями о фильме и его бэкстейдже расскажет Саргалана Захарова. Мотор, тихо. Съемочная бригада спешит отснять сцену. На счету каждая минута. Суровая северная природа и короткий световой день диктуют свои условия. Давайте быстрее, у нас свет уходит, у нас осталось полчаса. Съемки ведут при естественном свете. Надо успеть, пока не начало темнеть. Амбициозные достаточно задачи максимально использовать натуральный свет. То есть мы даже когда снимаем с костром, вот у нас есть прекрасные осветители, прекрасные ребята, которые за этим следят, да, вот. Мы всякими хитростями, но стараемся снимать максимально натурально. За всем процессом следит режиссер Айталина Владимирова-Тимофеева. А вот за звук отвечает звукорежиссер. Острый слух петербургского специалиста Данила Бельтюкова не упускает ни малейших помех. Это бывает, что самолет пролетит там или машина грузовая проедет, но это стандартно. То есть не больше, чем обычно в каких-либо съемках, но и не меньше. Снимают одну из финальных сцен. Главный герой Харк и Нат идет со своим другом, девушкой-воином Сусар. В роли богатыря артист Сахатеатра Прокопий Данилов. А вот его спутницу играет молодая монгольская актриса Балжиням Арюнхишик. Мне нравится тем, что она очень сильная. Не только физически, а здесь и здесь. Очень сильная и умная. Арюнхишик снимается в фильме со своим коллегой из Монголии Тугулдур Мунхбаяр. Он также исполняет роль другого товарища главного героя Хагадаса. По сценарию они вместе отправляются в Нижний мир, чтобы спасти красавицу Айко. Однако кто кого спасет? Герой красавицу или красавица героя? Автор сценария Прокопий Бурцев. Якутская публика его знает по работе над картиной «Ферум», которая вышла на экраны в 2016 году. Примерно в это же время был написан и сценарий для «Харк и Нат», но попался он в руки продюсера Марианны Скрыбыкиной только в конце прошлого года. Жанр фэнтези меня давно очень сильно интересовал. И буквально в октябре-ноябре прошлого года я прочитала сценарий, который написал Прокопий Бурцев. Ну и мы начали работать по этому сценарию. И в августе начались съемки. Проходили они на леднике Булус в Хангаласском улусе. Сейчас осенне-зимний сезон. Недалеко от Якутска. Прямо над долиной Туймады на сопке Чачур-Мыран. Несмотря на то, что приступили уже к финальным сценам, это далеко не конец съемочного процесса. Снимают не по очередности, а в разнобой, в зависимости от фона и времени года. Есть другая интересная очень особенность, которую мы и хотели прийти ближе к финалу фильма, да, это такая монохромность. То есть нету ни зеленой травы, ничего желтого, все такое максимально серое и практически черно-белое. Специально для съемок возвели целую деревню, порядка 10 построек, ураса разных размеров, максимально приближенных к реальным жилищам якутов XIII века. Мы находимся в поселении Байтахана. Это жилище якутов XIII века. Построили его по консультации этнографов, историков, археологов.
Конечно, изучали очень дотошно, подходили под руководством нашего художника-постановщика Екатерины Ефимовны Шапошниковой. Все вот это вот и создали ребята. Декорации выполняют еще и практическую роль. Съемочный день начинается в 5 утра. На улице уже довольно-таки холодно. И, естественно, проводить долгое время на свежем воздухе уже не так комфортно. И в такие вот короткие перерывы между съемками отдельных сцен все, кто находится на съемочной бригаде, имеют возможность зайти сюда и погреться у открытого огня. Именно здесь развернется одна из самых зрелищных сцен. При помощи компьютерной графики оживут демоны Нижнего мира и выйдут на Средины, чтобы похитить Айко. Создатели картины обещают, равнодушным Харконат никого не оставит. Оценить результат работы зрители смогут в 2021 году. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, Якутск. 27 октября отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия. Накануне празднования этой даты в историческом зале Национальной библиотеки прошел показ фильма из фонда Национального центра аудиовизуального наследия народов Якутии «Срочно, секретно, Губчака». Так называется фильм советского режиссера Александра Косарева 1982 года. В историко-революционной кинокартине снялись порядка 10 якутских артистов, и рассказывает она о периоде гражданской войны в советской Якутии 1921 года. Главную роль командира Аксенова сыграл якутский актер Степан Емельянов. На встрече артисты не только посмотрели кинокартину, но и вспомнили интересные моменты во время съемок. В эти выходные в Нерюнгри стартует межрегиональный турнир по борьбе Хапсагай «Вызов Южной Якутии». Ожидается приезд борцов из Тувы, Бурятии, возможно, выступят и из других регионов. Абсолютному чемпиону достанется суперприз 100 тысяч рублей. На связи из Нерюнгри наш корреспондент Екатерина Павлова. Екатерина, здравствуй. Расскажи, как проходит подготовка к турниру и вообще, насколько популярен этот вид спорта в районе? Да, Кристина, добрый день. В Нерюнгринском районе Федерация по борьбе Хапсагай была создана 2 года назад, и организаторы активно популяризируют исконный вид спорта не только у себя на малой родине, но и в соседних регионах. Соревнования уже приобрели большую популярность. В прошлом году в столице Южной Якутии прошел первый открытый республиканский турнир по борьбе Хапсагай, который собрал на коврах спорткомплекса «Шахтер» более 90 спортсменов из республики Саха-Якутия, а также республик Тыва и Бурятия. В этом году турнир получает статус межрегионального, становится традиционным и получает категорию А, что значит, спортсмены могут получить здесь мастера спорта по борьбе Хапсагай. Рядом со мной сейчас находится президент Федерации по национальной борьбе Хапсагай в Нерюнгринском районе Роман Олейник. Роман Леонидович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в этом году соревнования, сколько весовых категорий предусмотрено, каков призовой фонд и где они пройдут? Здравствуйте. Значит, пройдут соревнования в спортивном комплексе «Шахтер». 8 весовых категорий у нас, из них 6 среди мужчин, 2 среди ветеранов. До 75 и свыше 75 это по ветеранам. Но также мы проведем на нашем сленге абсолютку. То есть участие может принять любой желающий, вне зависимости от весовой категории. Абсолютный чемпион получит приз 100 тысяч рублей. Вообще призовой фонд составляет чуть более 500 000 рублей. Отлично. Скажите, пожалуйста, как сегодня идет развитие борьбы Хапсагай в Нерюнгринском районе? Что для этого делается? Ну, в первую очередь хотелось бы сказать о том, что мы практически открыли на финальном этапе зал борьбы Хапсагай совместно с СВФУ, филиалом СВФУ в городе Нерюнгри. Вот, здесь будут заниматься ребята не только хапсагаем, да, но и борьбой, и классической борьбой в том числе. Мы ведем 2 часа в неделю классической борьбы абсолютно бесплатно. Вот. Ну, также есть такой знаменитый в Москве журнал «Самозащита». Следующий номер этого журнала расскажет многим людям о нашей национальной борьбе Хапсагай. Вот. Но вообще, в принципе, мы расширяем географию, да, то есть очень многие регионы заинтересованы в нашей борьбе. Вот.
Спасибо большое, Роман Леонидович. Мы знаем, что борьба Хапсагая очень зрелищная, и мы надеемся, что спортсмены и их болельщики останутся довольны предстоящими соревнованиями, и борьба будет развиваться в нашем районе. Кристина, у меня все. Екатерина, спасибо. На прямой связи из Нерюнгри была моя коллега Екатерина Павлова. Российский боец смешанного стиля Петр Ян проведет поединок с американцем Юраем Фейбером на турнире абсолютного бойцовского чемпионата UFC 245 в Лас-Вегасе. Подробности у моего коллеги Андрея Мухоплева. Андрей, каковы шансы на победу у россиянина? Кристина, приветствую. У Петра есть все шансы на победу. Хочу отметить, что раньше он профессионально занимался боксом и имеет шикарную ударную технику в стойке. И в последнее время он подтянул свою борьбу. Также отмечу, что разница в возрасте между бойцами 14 лет. Интересно будет наблюдать за противостоянием между опытом и молодостью. Об остальном по порядку. Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Аргентинский нападающий испанского клуба «Барселона» Лионель Месси признан лучшим футболистом 21 века по версии британской газеты «Independent». Победитель определялся путем голосования, в котором принимало участие 10 журналистов газеты. При голосовании учитывались такие факторы, как навыки футболиста и их фактическое применение, уровень которого достиг футболист, его влияние на конкурентную среду и достижения спортсмена. В сентябре этого года Месси был признан лучшим футболистом года по версии FIFA. В этом году он получил премию «Золотая бутса» как лучший бомбардир европейских чемпионатов. Также он номинирован на приз «Золотой мяч» по версии журнала France Football. Аргентинец выступает за Барселону с 2004 года. За это время игрок 10 раз становился чемпионом Испании, 6 раз обладателем Кубка Испании и 4 раза победителем Лиги чемпионов. 8 раз он выигрывал Суперкубок Испании, трижды становился победителем клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА. В составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине 2008 года и серебро чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Стали известны соперники российских ватерполистов на чемпионате Европы по водному полу в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания. Мужская сборная России в группе «Б» встретится с командами Сербии, Румынии и Нидерландов. Состав групп женского первенства Европы определится 26 октября. Мужской чемпионат Европы по водному полу пройдет с 12 по 26 января следующего года в Будапеште. Чемпион получит олимпийскую лицензию. Российский боец смешанного стиля Петр Ян проведет поединок с американцем Юраем Фейбером на турнире абсолютного бойцовского чемпионата UFC 245 в Лас-Вегасе, который пройдет 14 декабря. Об этом сообщил журналист телеканала ESPN Брэд Акамото. 40-летний Фейбер провел 45 поединков в смешанных единоборствах, одержал 35 побед и потерпел 10 поражений. 26-летний Ян провел 14 боев в смешанных единоборствах, одержал 13 побед и потерпел 1 поражение. В последнем поединке россиянин единогласным решением судей взял верх над американцем Джимми Риверой в июне этого года. Португальский футбольный клуб «Бенфика» обыграл французский «Лион» со счетом 2-1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне. Голами в составе «Бенфики» отметились Рафаэл Сильва и Пицци. У «Лиона» мяч забил Мемфис Депай. В следующем туре 5 ноября «Лион» примет «Бенфику» на своем поле. Благодаря этому результату Португалия поднялась в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА на 6-е место, обойдя Россию. Петербургский «Зенит» потерпел гостевое поражение от немецкого Лейпцига. В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов игра прошла на стадионе Red Bull и завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев. Неудача подопечных Сергея Симака дала высокий шанс Португалии обогнать Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Главный тренер Лейпцига защищал своих футболистов на пресс-конференции перед матчем, уверяя, что его игроки выйдут играть только на победу. В итоге немецкая команда показала отличный футбол и заслуженно выиграла, одержав волевую победу. «Зениту» предстоит 2 домашних матча в следующих турах группового этапа против Лейпцига 5 ноября и Лиона 27 ноября. Шведский нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович
зимой может пополнить состав итальянского футбольного клуба «Наполи». В трансфере заинтересован президент «Наполи» Антонио Ди Лаурентис, который общался с 38-летним форвардом в Лос-Анджелесе. Президент итальянского клуба заявил: «Прежде всего, он мой друг. Я мечтаю о его переходе, но все зависит от него, а не от меня». Разговоры об этом идут уже в течение нескольких месяцев. Контракт Ибрагимовича с американской командой заканчивается в декабре этого года. Ибрагимович перешел в Лос-Анджелес Galaxy из английского Манчестер Юнайтед в прошлом году. За клуб из США он сыграл 57 игр, в которых забил 52 мяча и сделал 14 голевых передач. Отметим, что в 8 матчах текущего чемпионата Италии Наполи набрал 16 очков и занимает 4-ю строчку турнирной таблицы. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках. Кристина, у меня на этом все. Тебе слово. Андрей. С нами был наш спортивный обозреватель Андрей Мухоплев. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдане -5 градусов, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. Идет снег. В Ленске -9, ветер 1 метр в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты -5, ветер дует 2 метра в секунду. А за окнами жителей Нерингри столбик термометра остановился на отметке -4. Давление 702 миллиметра ртутного столба. В Якутске прямо сейчас -7 градусов, ветер 1 метр в секунду. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале и не переключайтесь.